История из первых уст. Свой проект Евгений Грох назвал так специально. Автору было важно донести до нынешнего поколения факты о Великой Отечественной непосредственно теми людьми, кто видел все своими глазами. Эти люди не просто жили в то время, они были настоящими участниками войны. Лидия Николаевна Андреева на фронт ушла в 17 лет добровольцем, скрыв свой настоящий возраст. Приехали в Геленджик. Свезли около 5000 человек, девушек со всего Советского Союза. Стали распределять по специальностям, и я вошла в группу радистов. Я побежала и говорю, что я не хочу быть радисткой. Я физику очень не любила. Это был самый тяжелый для меня предмет. Ну, а мне сделали команду кругом, шагом марш, и все. Вот и стала юная Лидия радисткой, азы физики постигала уже на войне. Помнит, как еще во время учебы целый месяц шли пешком и без конца бомбили, а потому передвигались в основном ночью, днем же укрывались под скалами. Вот так в итоге и дошли до нужной точки. Оттуда в Сухуми. Там закончили учебу и после в бой. 25-й истребительный полк, который в тот момент находился в Анапе. Пережили наступление и эвакуацию. Роту отправили в Эстонию под Таллин обслуживать 47-й штурмовой полк. Конечно, приходилось очень тяжело. Нас бомбили все время. Очень много погибло. Вот улетали с полка, допустим, 2-3 звена улетают на бомбежку, а возвращалось из этих звеньев даже половины погибало ребят. Только с их полка в итоге 4 героя Советского Союза. Сама радистка Андреева была награждена орденом Отечественной войны, а еще медалями за победу над Германией, оборону Кавказа и боевые заслуги. В 1970 году она переехала в Ухту. На местном Дежневском заводе строительных материалов она отработала более 20 лет. А таким в годы войны был Михаил Кузьмич Балбудский. Это также последняя съемка с его участием. Когда началась война, он только закончил 7 класс. Когда война началась, в Котласе все ребята, 15 лет и старше, все ринулись в военкомат. Там из нас, наверное, больше 1000 набралось. Все рвались на фронт. В итоге всех распределили по отрядам. Мальчишки изучали оружие и строевую подготовку, набирались опыта. 25 октября 1943 года Михаилу пришла повестка, и уже 4 ноября в эшелоне он отправился в сторону Мурманска. Его забрали служить на Северный морской флот. Там же, на севере, он и встретил весть о победе. И какое-то предчувствие, да? Видимо, чувство какое-то было. Никто уже поужинали, легли спать, никто не спит. И потом часов 11 радисты сообщили по трансляции корабля, что ожидается экстренное сообщение. Но мы все повскакивали, сидим, ждем. И вот где-то около 2 часов ночи, кажется, снова сообщают, что подписан акт о капитуляции. Все повскакивали, даже многие раздетые к орудиям, к пулеметам, как начали стрельбу стрелять. Успокоились только к утру. Впрочем, служба была продолжена. Целых 5 лет Михаил Кузьмич провел на Северном флоте. Демобилизовался только в конце 50-го года. Уехал сначала по работе в Николаев, но через год в Ухту. Все эти годы он жил в поселке Водный, где после войны работал мастером на радиоактивном заводе. Любовь Лапина, Евгений Грох, телеканал Юрган.